Центр избирком Абхазии определил очередность и даты выступления кандидатов на должность президента Республики Абхазия со 2 по 11 августа. Сразу после этого в пресс-центре абхазского телевидения прошел брифинг, главная цель которого была рассказать журналистам и представителям предвыборных штабов о предоставлении предвыборных проектов ВГТРК. Участники брифинга подчеркнули, что очередность выступления кандидатов в президенты Абхазии на канале государственного телевидения и радиовещания определяются Центральной избирательной комиссией республики. Кроме того, формат и длительность вещания каждого эфира на госканале также устанавливает ЦИК. По сложившейся практике бесплатные форматы и длительность их определяются Центральной избирательной комиссией. В том числе и жеребьевка проводится тоже Центральной избирательной комиссией. Сейчас я озвучу бесплатные форматы, которые были определены решением ЦИК. Первое – это интервью в прямом эфире с кандидатом в президенты длительностью 1 час. Второе – интервью в прямом эфире с кандидатом в вице-президенты, длительность 30 минут. Третье – бесплатная трансляция фильма о кандидате в президенты продолжительностью до 30 минут, изготовленный самим кандидатом в президенты. 1 раз бесплатная трансляция предоставляется. Бесплатная трансляция роликов кандидатов в президенты до 1 минуты, изготовленные также самими кандидатами в президенты, 5 раз предоставляется бесплатно. И теледебаты в прямом эфире со всеми кандидатами в президенты, ориентировочно длительность 2 часа, но это будет зависеть от количества кандидатов, которые примут участие. Основной язык ведения бесплатных эфиров – абхазский. Учитывая беспрецедентное количество кандидатов на должность президента, а также ограниченные ресурсы, абхазское телевидение предлагает еще несколько дополнительных форматов, но уже на коммерческой основе. Интервью в прямом эфире с кандидатом в президенты длительностью 30 минут. Интервью в прямом эфире с кандидатом в вице-президенты длительностью 30 минут. Пресс-конференция в прямом эфире кандидатов в президенты и членов команды с журналистами различных СМИ длительностью до 60 минут. Трансляция повтора фильма о кандидате в президенты продолжительностью до 30 минут, изготовленный самим кандидатом в президенты. Трансляция роликов кандидатов в президенты до 3 минут, изготовленные самими кандидатами в президенты. Главная тема брифинга вызвала ряд вопросов, среди которых ключевым был вопрос увеличения времени бесплатного вещания в эфире государственного канала. Количество времени теледебатов 2 часа за всю избирательную кампанию – это очень мало, чтобы у общества сложилось какое-то вот впечатление или мнение о кандидатах. Они не смогут за 2 часа предоставить программу, цели, идею свою. Поэтому мы за увеличение, вот мы хотели бы вот на 3 дня по 2 часа, чтобы было. Но вы сказали вот здесь, вот, что в зависимости от кандидатов, что подразумевается под этим? Увеличение, значит, количества времени теледебатов или просто вот эти 2 часа будут как-то распределены равномерно? 2 часа, это опять же было определено решением ЦИК. И то, что это будут одни дебаты, это тоже решение ЦИКа. К этому мы не имеем отношения. Что я имел в виду, когда я говорил, что изменится время? Если будут принимать участие все 10 кандидатов, то, соответственно, мы выйдем за 2 часа. У нас эфир будет больше 2 часов, потому что мы рассчитаем на каждого кандидата определенное количество времени равное. Будет у нас включен таймер, каждый раз, когда слово будет даваться определенному кандидату, будет включен таймер. И, соответственно, если все 10 кандидатов примут участие, это выйдет за рамки 2 часов. По этому поводу высказался и глава предвыборного штаба кандидата на должность президента Абхазии Олега Аршба Леонид Лакирбая. Должна быть динамика, надо уважать и зрителей тоже. Надо сконцентрироваться. 2 часа я могу согласиться, что мало. Когда будет распределено время, как можно более емко в это время сжать все и постараться уложиться в эти 3 часа. А дальше пользоваться другими возможностями, потому что надо пожалеть зрителя тоже. Я не думаю, что он 6 часов в состоянии сидеть и все это смотреть. В соответствии с решением ЦИК, старт предвыборных прямых эфиров на АГТРК начинается 2 августа. Абхазское телевидение предоставляет равные возможности для всех кандидатов. Телевидение ведь на сегодняшний день одна из площадок, одна из возможностей общения кандидата со своими избирателями. Телевидение может при всем желании выполнить функцию посредника кандидата и общественности в полном объеме. Этого просто не существует в практике. В завершении брифинга ее участники отметили, что буквально вчера абхазское телевидение перешло на новый формат вещания – HD, который позволит телезрителям смотреть абхазское телевидение в высоком качестве. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.